Для кого-то творчество– это просто хобби. Для этих ребят это целая жизнь. Проект «Дети детям» – это ежегодная крутая возможность показать себя топовым музыкантом. Добро пожаловать на гала-концерт республиканского конкурса «Дети детям». 13 победителей, одаренных ребят-музыкантов, выйдут на главную сцену Башкортостана и исполнят музыкальные произведения вместе с Национальным симфоническим оркестром республики. Расскажи о проекте «Дети детям». На проект «Дети детям» отбираются только талантливые дети. Они участвуют в двухнедельных мастер-классах. Потом их отбирают на гала-концерт с оркестром. Расскажи о своем музыкальном инструменте. Я играю на флейте. Наша семья состоит из музыкантов, все музыканты в семье. Я играю на поперечной флейте со 2 класса. Сейчас я учусь на поперечной флейте 6-й год. Перед тем, как оказаться на сцене государственного концертного зала, ребята долго готовились. Во-первых, они настоящие фанаты классической музыки, занимаются ею практически всю жизнь. А во-вторых, в рамках проекта они прошли огромное количество мастер-классов с музыкантами со всего мира. Тренинги в формате онлайн в каком-то смысле стали намного уникальнее. Занятия вели виртуозы, которые на данный момент проживают в разных городах и даже странах. Такие занятия были организованы только для самых талантливых. Какие были мастер-классы в рамках этого проекта? Сначала я думала, что из дистанционного формата ничего хорошего не выйдет, но в итоге уже где-то на 2-е занятие с преподавателем просто был такой эмоциональный посыл и от детей, и от преподавателей, что все трудности, все расстояние, оно просто исчезло. Проект «Дети детям» признан поддержать одаренных ребят, раскрыть и развить их потенциал. Такое вдохновляющее событие, концерт с оркестром, останется у них навсегда. Этот большой концерт – событие, к которому молодые музыканты шли целый год. Пожелаем им удачи в будущей музыкальной карьере и насладимся их виртуозной игрой на большом концерте, который вы увидите совсем скоро на главном телеканале республики. Никита Римбалюк, Руслан Бикбаев специально для Горы новостей.